Сегодня Владимир Путин начал без вступительных слов, сразу перешли к вопросам. Один из первых – о мусорной реформе. Почему под моими окнами растут свалки? Основные решения в целом приняты. Создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов. Чего, мне кажется, не хватает? Точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно же показывать, что будет, как будет развиваться. Говоря о нацпроектах, президент отметил, по большинству удалось выполнить задачи этого года. Из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 мы считаем реализованными задач, 12 не реализованы. Президента спросили, возможно ли изменение Конституции. Не назрели ли изменения в Конституцию? Такие вопросы периодически поднимаются. Конституция – это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Это касается первой главы. Первой главы. Вот она, на мой взгляд, является неприкосновенной. Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно. Можно подумать и о выходном дне 31 декабря. Полстраны, не те, у кого сменный график, все равно не работают, а только делают вид. Что касается выходного 31-го, то, в принципе, это, на мой взгляд, логично. Но как это сделать? И можно ли, и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю. Вспоминая свою работу президентом страны, Владимир Путин рассказал, какие события были для него самыми тяжелыми. Самые тяжелые, конечно, это крупный теракт. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Вопросов из нашей республики на пресс-конференции так и не прозвучало. Может быть, Татарстан? Вы совсем недавно там были, в Татарстане? Вот давайте по ветеранам, да? Давайте ветераны. При этом в одном вопросе привели в пример Татарстан и Рустама Минниханова. Вы говорили о производительности труда, о цифровизации. Спасибо Минниханову, спасибо Грефу. 2 человека меня поддержали и внедрили. Большая пресс-конференция Владимира Путина шла более 4 часов. Завершить ее президент решил вопросом о межнациональных отношениях. Вопросы межнациональных отношений в нашей стране относятся к разряду наиболее важных. Спасибо вам большое. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Дмитрий Айринин, ТНВ, Москва. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.